Берем мыло, втыкаем иголки и обматываем атласной лентой. Получается вот такая корзина, которая украсит любой интерьер. Наталья Кадзоева декоративно-прикладным искусством занимается с 10 лет. Еще в детстве была уверена, что свяжет свою жизнь именно с этим видом творчества. Помимо корзин, женщина изготавливает сумки из разноцветных бусин. Вяжет. На выставке в Музее краеведения она представила более 20 своих работ. Я люблю и плести макраме. Вот она макраме. Разные плетения из бисера. Например, основные способы крестики, параллельные плетения, скрутка, разные плетения. Люблю вязать крючком, спицами. Одним словом, люблю прикладное искусство. Ковры, декоративные ткани, ювелирные украшения, деревянные поделки – и это не все. Здесь можно не только посмотреть, но и приобрести любое изделие. Ясмина Кадзоева также решила продемонстрировать свои работы. Девушка занимается бисероплетением уже год. За это время создала более 70 различных сумок из бусин. По словам Ясмины, спрос на товар есть не только в нашей стране, но и за рубежом. А ведь началось все с простого увлечения. Началось случайно. Увидела в Инстаграме сумочку, тоже захотелось, мама купила бусины и оттуда поехала. Вот за год неплохо так получилось. Мои сумочки по всей России, 3 сумочки во Франции есть даже. Вот так по Ингушетии покупают туристы, берут, нравится людям. На этой выставке каждый может найти для себя что-то интересное и новое. Представлены работы 10 авторов, искусных мастериц, ремесленников Ингушетии. Знакомиться с произведениями мастеров студент колледжа сервиса и быта Ислам Цалоев. На выставке парня особо впечатлили изделия из дерева. Хотел бы отметить работу Аюпа Цароева. Здесь представлен башенный комплекс теории. Видно, что здесь применена сложная техника выполнения. Также видно, что автор вложил всю душу в свою работу. Такие выставки в регионе проводятся с целью познакомить жителей с опытными и начинающими творческими личностями, которые создают новые образцы народного искусства. Показать всем, что вот у нас есть такие люди, которые делают вот такие прекрасные работы. Как я и ранее сказала, вот как они угодны и в быту, и в повседневной жизни, точно так же и на подарок. Выставка в Музее краеведения имени Тугана Мальсагова продлится до 30 октября. Для студентов действует Пушкинская карта. Малика Измайлова, Хамзат Халухоев. Новости 24.